Так, вот расскажу про сделку по канадцу. Доллар канадец. Вот в этой зоне я обозначил, я здесь покупал. Почему я здесь покупал? Здесь был в нисходящем канале, цена шла, пробила, вышла из этого канала. Стала здесь во флет, ну или боковик, кто как ему нравится называть. Я знал, что цена пойдет выше этого уровня на пробой. Так как еще мой один индикатор — это нефть. Нефть в это время как раз началось падение и очень сильно валилось 3 часа. Но канадец стоял в этот момент вот здесь вот на месте, можно сказать, не двигался. И у канадца нужен был драйвер, так сказать, новость. И как раз вот в этот момент, видите, такая большая восходящая цена, ну или импульс, как раз была процентная ставка по паре доллар-канадец. На канадца выходила процентная ставка. И все, я без сомнения поставил здесь отложку на пробой вот этого уровня. Там, если приблизить, можно будет его увидеть. Вот здесь вот поставил на пробой, зашел, и все, и моя сделка в профите. Потом переставил без убыток уже, и цена, как видите, пошла еще выше, 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 и дошла вот аж до сюда. Все, а сейчас я жду, так как вижу, снова есть канал, цена не пробила вот этот максимум по 4 часам, стала снова делать нисходящее движение, она снова откатится. И нефть как раз тоже сейчас у нас, это как бы мой индикатор, то есть я тоже его смотрю. Нефть стала наоборот подниматься вверх. И все, я сейчас только жду новости по Канаде, когда она придет примерно вот в эту зону, и отсюда начну уже продавать.